Хочу поздравить всех нас с завершением нашего семинара. Семинар, имевший определенное содержание, которое отличное, может быть, от, в общем-то, большинства семинаров, которые мы все с вами и проводим, и участвуем в них в разных, скажем, ролях. Отличие заключается в том, что вот подобного рода мастерская, она дает возможность, будучи вовлеченным каждому участнику в свою собственную деятельность, посмотреть на результаты своей работы глазами других участников, глазами разных людей. И глубоко убежден, что, в общем-то, проблема вырастающего количества книг в целом в мире и проблема реальных дел, она как раз-таки заключена в отсутствии вот своей деятельности у человека как таковой. Потому что прочитать книгу можно, и можно сделать очень важные какие-то для себя заметки, но пока ты сам на практике какие-то вещи не сделаешь, ты эту вещь не узнаешь, не познаешь, и это очень большая разница. Поэтому, вот, наверное, сущность человека выходить за свои пределы, самотрансценденция. И вот семинары как раз-таки нам всем позволяет такая форма это делать. Поэтому я еще раз повторю, искренне всех поздравляю вот с такой затратной по времени, затратной по количеству нервных клеток, но тем не менее формой, которая позволяет созидать определенную реальность, а не просто усваивать опыт, который, безусловно, есть, накоплен, но тем не менее несколько с иным результатом. Что касается индивидуальных продуктов, я глубоко убежден, они у всех участников есть. Это, прежде всего, в соответствии с поставленными целями комплекты и заданий, и занятий, и банк, наверное, тех эмоций, которые уже имеют место быть от проведенных со студентами занятий. Если рассматривать коллективный продукт, то это, во-первых, пособия, которые вот представители механико-математического факультета прежде всего, в общем-то, подготовили коллективно. Мы его так посмотрели, какие-то вещи отредактировали, некоторые оставили, естественно, без изменений, если они в исходном варианте были хороши для формата эвристического такого сборника. Вот. Ну и я думаю, что вот он в ближайшее где-то время после прохождения процедур, да, мы там посмотрим насчет рецензентов, ну и он, в общем-то, выйдет в свет. Коллективным также, наверное, продуктом можно считать и обновленный банк занятий на нашем портале креативного образования. Я, кстати, вот тоже, когда говорил про индивидуальные результаты, хотел бы отметить то, что подобного рода семинары, они позволяют не просто что-то сотворить, а прежде всего и не просто там посмотреть на себя, да, со стороны, это всегда путь к самоизменению, но еще и позволяют проанализировать опыт своей деятельности. Вот это, пожалуй, один из очень таких тоже весомых результатов. И опять-таки, как говорят психологи, когда ведется разговор человека с самим собой, это одна степень убежденности, когда ведется разговор с самим собой, но вслух, это уже другая степень убежденности, а когда ведется разговор еще и с представителем другого, да, с другим человеком, тогда это совершенно другой качественный, скажем, контент убеждений. И вот когда написанная статья в журнал, который описывает опыт разработки во время семинара, она выходит в свет, я считаю, что это, пожалуй, один из таких очень, может быть, даже и самый главный результат того, что, в общем-то, было сделано на протяжении вот этого полумарафона длиной в несколько месяцев. Убежден, что многие из тех, кто прошли через горнило семинара, не остановятся на достигнутом. Почему? Потому что вот студенческие эмоции и осознание результата, который есть, это наркотик. Хороший наркотик. Я думаю, что в
впереди еще другие занятия, другие задания. Но опять-таки здесь очень важно, какова среда, то есть тот вот первичный импульс мотивационный, который был положен семинаром, насколько он даст жизнь другим начинаниям, может быть, по другим разделам, с другими студентами через какое-то другое время. Вот. Естественно, хочу поблагодарить всех присутствующих за терпение, за, в общем-то, взгляд такой нестандартный на то, каким может быть вообще процесс обучения. Вот. Могу сказать, что совсем недавно вот была встреча с главой государства, с представителями парка высоких технологий. Потом, как послесловие, очень много красивых слов в интернете. Нужно нам готовить специалистов новых формаций, нужно. Это все описано в десятках тысяч работ, что нужно сегодня в 21 веке. Я думаю, мы на практике делаем то, что нужно, вот, без интернета, что называется. И это действительно позволяет готовить несколько иного специалиста, который не учится чему-то даже конкретному, а учится себя оценивать глазами других людей. Это дорогого стоит. Он учится сам себя создавать.